Buonasera a tutti. Noi siamo arrivati l'altro ieri qui nella bellissima città di Sukhum per assistere alle votazioni di oggi, che sono iniziate stamattina, le votazioni del Presidente della Repubblica di Abkhazia. Abbiamo già visitato un po' di seggi, 8 penso. Dal nostro punto di vista è andato tutto bene. Non abbiamo visto influenze, diciamo, militari, non abbiamo visto quelle che l'Occidente ci vuole far credere che qui esiste. Abbiamo notato che tutto è andato bene, almeno fino a che noi siamo stati lì. Nel pomeriggio vedremo altri seggi. Всем добрый вечер. Мы позавчера прибыли в Республику Абхазия для принятия участия в выборах президента Республики Абхазия. Прибыли в этот красивый город Сухум. С утра мы посетили уже 8 избирательных участков. Хочу подчеркнуть, что на данный момент уровень организации, прозрачность самого процесса нас приятно удивила. Никаких серьезных нарушений на данный момент нами замечено не было, никаких вмешательств извне тоже. Поэтому на данный момент все протекает спокойно, и мы далее еще будем посещать еще несколько участков. Il processo, come dicevo poc'anzi, i miei colleghi venuti dall'Italia lo hanno timbrato, diciamo così, come un evento democratico di alto livello. Anzi, qualcuno dei colleghi dice che è molto meglio dell'Italia. Мои коллеги из Италии, с которыми мы приехали понаблюдать за выборным процессом в Абхазии, назвали этот электоральный процесс очень демократичным, демократией высокого уровня. Некоторые из них даже сказали, что это еще более демократичный процесс, чем в Италии. Mi sono meravigliato anche io, perché la verità, noi che viviamo nell'Occidente siamo sempre dell'idea che siamo migliori degli altri, invece qui stiamo avendo questa opportuna conoscenza che non è così. И на самом деле мы приятно все удивились тому, что на самом деле увидели здесь. Потому что мы на Западе привыкли считать, что мы почему-то лучше всех, а здесь убедились в том, что процессы у вас налажены не хуже, чем у нас. Voi sapete sicuramente che noi siamo già stati, il mio gruppo, un po' di persone del mio gruppo è stato già diverse volte osservatore elettorale nella Federazione Russa. Siamo stati anche a marzo del 2024 e sono stati diversi anni. Io stesso ho guidato diverse delegazioni. Nel guidare queste delegazioni mi è stato un attimo di opportunità di studiare che forse sarebbe meglio, sarebbe opportuno creare un istituto, un nuovo istituto dove formiamo gli osservatori elettorali, visto che l'Occidente, visto che i paesi a volte amici ma non sono più amici, non inviano gli osservatori dell'OSCE o dei vari ministeri. Stiamo valutando, ho già valutato, ma stiamo valutando di creare un nuovo sistema, di creare un nuovo ente, di creare un nuovo istituto che forma gli osservatori e che dopo li invia nei paesi dove l'Occidente non vuole andare o ha paura di andare. Лично у меня уже большой опыт в качестве наблюдателя, и в том числе в Российской Федерации в течение нескольких лет. Вот, поэтому, будучи здесь и, в принципе, понимая, что в будущем еще понадобится такой опыт не только мне, но и другим людям, я лично и мы с коллегами подумали над тем, чтобы создать альтернативный международный механизм
по электоральным экспертам, некое сообщество профессионалов в области электоральных процессов, которые могли бы наблюдать за процессами, за выборными процессами в разных странах, в тех странах, в первую очередь, куда Запад перестал направлять своих наблюдателей. Там речь идет об ОБСЕ и разных министерствах. Они в последние годы отказываются направлять официально своих наблюдателей, поэтому мы подумали, ну и я предлагал уже неоднократно и предлагаю в очередной раз рассмотреть возможность создания международного сообщества электоральных экспертов с тем, чтобы прозрачно и объективно наблюдать за выборными процессами в тех странах, куда Запад не доезжает или, может быть, даже боится отправить своих наблюдателей. Vedete, non è facile questo.